В прямом эфире информационная программа «Вести. Чеченская Республика». Мои коллеги, я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Цветочный микс. Матиола – травянистое растение с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Она растет один сезон, только не в этих теплицах. Расскажем о работе сотрудников комбината «Зеленстрой», как они выращивают цветы к весенней посадке в городе в своих теплицах. Высокотехнологическая терапия. При поддержке новой республики, Героя России, Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова нам был выделен борт, МЧС-борт, с специализированной реанимационной бригадой. 4 пострадавших детей от взрыва газа спецбортом МЧС России доставят в ожоговый центр в Нижнем Новгороде. Богоугодное дело. В поселке Новые Алды дали старт строительству новой мечети. Каков будет ее архитектурный стиль? В столичном аэропорту торжественно встретили чемпиона мира в полутяжелом весе Артура Бетербиева. Спортсмена ожидали министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов, его первый заместитель Ахмат Кадыров и генеральный директор республиканского спортивного клуба Ахмат Рамзан Висмурадов, а также друзья и многочисленные поклонники. Боксер провел бой в канадском городе Квебек против британца Калума Смита. По итогам Артур защитил все 3 чемпионских пояса, отправив соперника в нокаут в 7-м раунде. Это стало у него 20-я досрочная победа из 20 боев. На его счету нет ни одного поражения. Спортсмен поделился о дальнейших планах своей успешной профессиональной карьеры. Подготовка нормально, хорошая прошла. Как мы знаем, бой тоже неплохой был. Вроде планы, следующий бой объединить пояса. Амула. Грозный ежегодно посещают тысячи туристов, восхищаясь его красотой. Внимание, казалось бы, к мелочам, однако цветы играют большое значение в его благоустройстве, уделяют сотрудники Зеленстроя. Они делают его краше и современнее. Их работа не останавливается даже зимой. Как готовить столицу к весеннему сезону и сколько растений планируют посадить, расскажет Валентина Гусевская. Летом город Грозный превращается в цветущий сад. 200 тысяч цветов, из которых 45 тысяч ампельных подвесных петуний для цветочного парка, готовят к весенней посадке в теплицах комбината «Зеленстрой». Активная подготовка к цветочному сезону начинается в январе. С момента посадки семян до высадки в город за ними заботливо ухаживают. Удобряют, поливают, пересаживают. Тут с душой надо вкладываться. Свою работу любить надо, от души работать надо. А с цветком, если разговариваешь, он прям расцветает. С душой надо работать, отнестись, с душой к своей работе надо отнестись. Да. Только цветы, кто любит тут работать, свою душу вкладываем в эту работу. У нас она вот как по маслу идет, эта работа. Чтобы людям радость была. На территории предприятия расположено 17 теплиц. Чтобы успеть к сезону, каждый день сотрудники высаживают до 12 тысяч семян. Начинают с подготовки деревянных ящиков, которые нумеруют. Каждая цифра означает определенный цвет. Выращивают 10 видов растений. Есть и многолетние хризантемы. Их забирают из посадочных зон осенью, чтобы черенковать и посадить вновь на следующий год. Около 80 объектов у нас под Грозным идет. По объектам распределены, каждый объект, его, например, с объекта, так, за тепличка, 5-6 человек, ялх сагу, Эсимбаева, сега, ялх, так, ши объекты, саник Эсимбаевия, с тепличи, так, хора не каждый объект, цветочный парк, белый будет где-то 12-13. На каждый, значит, по объектам распределить. Чтобы повысить видовое разнообразие и выйти на новый уровень благоустройства, в этом году в теплицах Зеленстроя вырастили розы. По словам агронома, это был эксперимент. В дальнейшем их планируют посадить в городе и собирать на букеты. Есть и другие прекрасные виды.
Матиола – травянистое растение с белыми, розовыми и фиолетовыми цветами. Она растет один сезон, только не в этих теплицах. Здесь она цветет круглый год. Позволяет благоприятный климат и бережный уход. Теплицы отапливаются газом, поддерживая температуру в 20 градусов, чтобы вне зависимости от зимних морозов начать озеленять столицу республики уже в апреле. Валентина Гусевская, Шамсудин Джабраилов, Асхаб Бахмадов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика. При взрыве газа в частном доме в Грозном пострадали 6 человек, в их числе 4 детей. В результате ЧП сильные ожоги получили все члены семьи. Наши врачи оказали всю необходимую помощь. Их состояние нормализовали, в том числе провели консилиум со специалистами из профильного федерального центра. Дальнейшее их лечение будет продолжено в ожоговом центре Приволжского исследовательского медуниверситета. Спецборд МЧС России сегодня вылетел в Нижний Новгород. Мадина Нусалчиева с подробностями страшной трагедии. 17 января в час ночи во вторую детскую больницу поступило 4 детей. В результате взрыва бытового газа семья Ешуркаевых получила тяжелые ожоги. Возраст мальчиков 9, 8, 6 лет, а самому младшему Абубакару Ешуркаеву только год. Детям в ту страшную ночь в экстренном порядке оказали помощь. Ожоги 3-й степени, поражения от 40 до 70%. Недолго думая, было принято решение провести телемедицинскую консультацию с Нижним Новгородом. При поступлении оказывали экстренно необходимую медицинскую помощь, все необходимое было сделано. Сразу же в течение 2-3 часов была проведена телемедицинская консультация с Нижним Новгородом, в присутствии также и города Москвы, и нашей больницы. Нам были даны рекомендации, мы эти рекомендации полностью выполнили. Благодаря министру здравоохранения Адаму Руслановичу и командной работы нас, врачей, нам удалось достигнуть договоренность с ожоговым центром Нижнего Новгорода. И при поддержке главы республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова нам был выделен борт, МЧС-борт с специализированной реанимационной бригадой. Родители детей также пострадали и находятся под наблюдением врачей в Республиканской клинической больнице имени Эпендиева. Причины несчастного случая выясняются. Сразу же по прибытию в Грозный мальчиков осмотрели специалисты из Федерального центра медицины катастроф. Они же будут сопровождать их весь полет. Дети будут транспортированы в самолете, все оборудование, медикаменты, медицинская помощь им будет оказана в должном объеме на борту самолета МЧС. После небольшого консилиума с местными врачами малышей погрузили в машины. Спецборд МЧС России, который совершил санитарный рейс, оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета. В Нижнем Новгороде пациентов доставят в Приволжский исследовательский медицинский университет, где им будет оказана необходимая помощь. Мадина Нусалчиева, Маусар Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Скакун по кличке Туз из конюшни чеченского коневладельца Хамзата Закаева установил новый рекорд розыгрыша Дубави Стейкс, который прошел на ипподроме Мейдан в Объединенных Арабских Эмиратах. Жеребец, представляющий нашу страну, пришел первым, оставив за собой 11 соперников. В ходе скачки он был впереди других почти на 9 корпусов. Теперь в активе скакуна 2 групповых победы в дубайских забегах. Дистанцию 1200 метров он преодолел на 24 секунды быстрее предыдущего результата, установленного в 2017 году. Поздравляем всех, поздравляем Хамзата Закаева, поздравляем Сергея Колесникова, который тренировал Туза в России. И всех наших зрителей. Победа для России. Надеемся, далеко не последняя. Ну и Тегуши. В цветах Саид Хусейна Закаева. Каждая победа Туза, безусловно, посвящается памяти Саида Хусейна. Тем, кто вкладывает средства в возведение мечети, Творец уготовил великую награду. Об этом напомнил муфти Салах Джумижиев в своей речи на церемонии старта строительства новой святыни. Она будет располагаться в поселке Новые Алды. На торжественной церемонии присутствовали представители республиканских властей, старейшины и местные жители. Турпал Али Тайсумов поделится техническими характеристиками сооружения. Жители поселка Новые Алды Шейх-Мансурского района столицы скоро станут свидетелями возведения нового Дома Всевышнего. Религиозные деятели, представители городской мэрии вместе с градоначальником Хасмагомедом Кадыровым и муфтием субъекта пришли, чтобы выразить слова поздравления. Салах Хаджи-Межиев обратился к присутствующим с напутственной речью.
ديكو يول شول شعر ماجدك شدوخ ماجدك شدول شول شعر يلا أقوينا ونعمتنا وبركتنا حال عبان خل بوش بول ويديش هربول حاجة شيء تاجلا لوردوش أستيبن دقي نعمة شدويرش ساعة تعماج ديك دوش روزبان وشاقيت ساعة سيلي شو تعماج ديك دو الله تيج روزبان قايخش دوش شو خلل دين خلل دين لور بالله بولش نعيخ يشوش وشا بيت بوليشوش غيل يل عبان بوش تان هر نعمة حاجة شيء تاجلا لوردوش نعمة شدوخيرش صندير وين خاصتم شو بابيز أو بلغن خاصتم بيش بيه ديل نعمة دوتشوات ديلا شاغو مو يونالش لا إن شكرتم بودال أش خنبح شاد عدلش نعمة لا أزيدنكم شو صوت دوش عني عيرواتشا شاغو إنا شاغدين بودال. Будущая святыня сможет вместить 2500 прихожан. Ее строительством займется общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Богослов Сала Хаджи Межеев отметил, что руководство региона при планировании возведения всегда учитывает пожелания жителей тех или иных населенных пунктов, чтобы создать людям самые лучшие условия для поклонения Всевышнему. دال شات عندي كان بيقم سبيشي ويجا بيقم بالربوش بلش باتشوش ويج دالور دالشتك هدو وي خاستن بر خمبر وي دعدر وي دومشلرده وي ديوزلشلر بر وي تعي قير وي تغنى او نعمة خاستن بيشار خردو وي ايش تعدلخح ارزين ماش دوقش او بيركتي نعمتي قاشوش احمد حجد الغاز وتقابل ديلشنا أخوي خلق خارجن دال وين ولرنا دال خاصن بوي وزغل وش دال دي كان بيقم بيلسون دال درج علاقة وقل يزغاز وتقابل ديل سو ديل دع أربعين بوش بولنق إذا بقولا ديل دع أربعين خلر بقولا سو دين دورشتال نيت ديل دع خلر سو حقن دورشتال قا ديل دع خلر متر نق إز خلر ديل دينتي وعبي عنا تنق إز خلر تانا قويش حقوي حليه حشتورستيو مش حقويته هنا الشيء إيش ده تعاريه يبلغش بويتر بولش واتر ديل شينا ويزن شارك بيه شاخرجن بول شارك بيه شين جرجع تايل متك يولشون بيه ديك بول بويتوش واتس ديل. После прочтения дуа гости дали старт масштабной застройке. Местные жители выразили слова благодарности за объект. Он, к слову, будет иметь удобное расположение и сможет принять всех желающих в данной местности. Верующие больше не станут проходить большие расстояния до других святынь. شو بانشان درس احيانا دونا متكيخ لامش ده ليلو ديكن وندو مسوا دونا بيرك دخلام ماج دون يتاج ويش يعتر دونا حال سويت عيدل دوش خنا دون هر بيرش ليلو بوخش حدا بقنا تام بيرش خير برتون اتصل تام خير صوت خير خسخيتر مستو قول دل دو او بونر تاع اودع ارماج در يعق دايولر بحندوش هر دول در هر شق دالر دال مسو او юртна махна бертки пайдах улкар дал я бертки вел. Учитывая темпы строительства, с которым в регионе возводят объекты, можно сказать точно: день открытия и первой общей молитвы не заставят себя долго ждать. Вскоре техника приступит к большой работе, и спустя время верующие соберутся здесь вновь, когда святыня распахнет свои двери. Стоит отметить, что в этом году будет заложено 24 мечети. Турпал Алита Исумов и Рахман Хаджиев. Вести. Чеченская республика. Председатель парламента Магомед Даудов провел первое заседание в текущем году, которым была открыта весенняя сессия высшего законодательного органа. Спикер подчеркнул, что необходимо проводить эффективную работу по рассмотрению и принятию законов, направленных на динамичное развитие республики, повышение уровня жизни и благосостояния жителей. Также затронул тему выборов президента России и добавил необходимость активизировать работу с населением. Так, в ходе заседания были приняты законы, касающиеся включения муниципальных районов и населенных пунктов. Вместе с тем депутаты проголосовали за принятие региональных законов о выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Чеченской Республике, о проведении оценки регулирующего воздействия.
Как представители народа высшим законодательным органом власти республики, мы должны быть в курсе всех событий и общественно-политических процессов, происходящих в нашей республике. И, конечно, принимать в них действенное участие. Особое внимание нужно уделить работе с подрастающим поколением. Как известно, глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович в своих выступлениях не раз подчеркивал необходимость проведения профилактических бесед с молодежью. Уверен, что мы несем достойный вклад в реализацию созидательного курса, начатого нашим первым президентом, героем России Ахмадом Хаджи Кадыровым. Далгазу Тхобалдульцин. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на нашем аккаунте в социальной платформе ВКонтакте. С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.